حالا رشته سخن به کارشناسی مسائل سیاسی نیکولایف نیکولای. Слово предоставится политологу Николаю Николаю. Добрый день, уважаемые друзья. Я сердечно признателен за то приглашение и почту за честь присутствовать сегодня на высоком собрании, в котором мы предоставили возможность высказать ряд своих взглядов, своего мнения. Благодарю господина Кобели за то, что предоставил возможность. Благодарю всем и желаю добра и счастья. 21 год прошел после подписания мирного соглашения с Таджикистаном. Гарантиями, которые были предоставлены жителям Таджикистана, выступали Российская Федерация, Иран и Объединенная Организация Наций. Прошел 21 год. Что же мы имеем в конечном результате? Те движущие силы, которые привели Таджикистан к мирному урегулированию, и продолжателем стала партия Исламского Возрождения, к сожалению, к моему сожалению, не получили тех преференций, которые были оговорены изначально при подписании мирного соглашения. Сегодня тенденции таковы, что используются все манипулятивные методы для того, чтобы скрыть, забыть то, что было в соглашениях. Квотирование, представление различных интересов, различных групп влияния. Сегодня в Таджикистане 94,5% высказались за продолжение срока нынешнего президента. Демократично ли это? Наверное, нет. Потому что соглашения, которые предусматривали с этим, наверное, они ставили прежде всего во главе угла демократические изменения. Сегодня это авторитарная страна. Сегодня это признают международные организации. Сегодня те гарантии, которые давала и Россия, и Таджикистан, как суверенному демократическому государству, они нарушены. Что сегодня нужно делать? Я думаю, что сегодня нужно продолжать бороться за демократические преобразования в стране. Сегодня нужно сплотиться вокруг той партии, которая представляет интересы. Почему ПИФТ? Потому что мы понимаем, что те партии, которые запрещены, нормальные легальные партии, которые запрещены в стране, они, наверное, идут правильным путем. Потому что они выражают волю народа. Потому что власть сегодня их боится. Почему партия умеренного ислама вдруг запрещается в стране, где много, практически всех граждан исповедуют ислам? Наверное, это неправильно. Почему сегодня мы говорим о том, что одной группе влияния можно руководить страной, а другой группе влияния, которая пользуется большинством в стране, невозможно даже присутствовать в публичной политике? Почему сегодня ПИФТ вынужден проводить съезд не в Таджикистане, не в Душанбе, а в Дортмунде, в Германии? Мы сегодня говорим о том, что у партий, у всех групп должны быть равные возможности, чего сегодня лишены, к сожалению, основные противники господина Рахмона. Со стороны России можно сказать следующее, что Россия поддержит любого лидера, если он выражает волю народа. Я думаю, что сегодня у партии ПИФТ, у тех людей, которые выступают за демократические преобразования, есть уверенность, есть прямой путь для того, чтобы следующие выборы, следующий электоральный цикл 2020 года представить ту программу для населения, которая будет понятна, которая будет последовательно выражать волю народа для народовластия и преобразований ради спокойствия и процветания всей страны. Я склоняю голову перед теми десятками тысяч погибших, которые не дожили
до сегодняшнего дня. Я знаю очень много правозащитников лично, которые склонили свои головы, достигая эту свободу. Выражаю большую признательность матерям, которые потеряли своих сыновей, которые не дожили до этого светлого часа. Но я думаю, что Таджикистан в любом случае будет свободным, и ваши преобразования, ради которых вы здесь собираетесь, будут исполнены. Благодарю вас.